Главная добрая новость уходящей недели. 3 спасенных медвежат в лесу Прилузского района. Берлогу с новорожденными косолапами обнаружили при заготовке древесины. Судя по всему, ее повредили случайно тяжелой техникой. Мамы медведицы поблизости не оказалось, и был риск, что малыши просто замерзнут на холоде. Но, похоже, они все же родились под счастливой звездой. К слову, это уже далеко не первый случай, когда сердобольные жители Коми помогают беззащитным детенышам. Виктория Палкина вспомнила такие истории. Ворчун, Толстяк и Солнышко. Такие имена дали косолапой троице из Коми. Первый фотоотчет уже выложил Центр спасения медвежат-сирот в Твери. Лишь накануне они приехали в свой новый дом. До этого долгая дорога в 1000 километров. Все это время сотрудники регионального Минприроды были на связи. Сергей Валентинович, как прошла дорога? Ну, прекрасно. Домой приехали рано утром, часов в 6 утра. Вот. Медвежата привели сразу в теплое место, взвесили. Ворчун весит 820, Толстяк весит 920 и Солнышко весит 860. Как вот они себя чувствуют? Прекрасно себя чувствуют, едят, спят. Ну, как положено медвежатам. Все нормально. Пока все хорошо. Я человек не суеверный, но буду надеяться, что все будет нормально. Началась эта история на одной из делянок Коми. Лесозаготовители случайно повредили берлогу. И такое бывает. Ведь заметить дом Косолапова в заснеженном лесу невозможно. Хозяйка берлоги, судя по всему, испугалась и скрылась, оставив новорожденных медвежат. Практика показывает, что медведицы не возвращаются к медвежатам. Страх преобладает материнскому чувству. Ну и, скорее всего, она уже нашла другую берлогу и спит. Рабочие делянки понимали, малышей нужно спасать. Перенесли их в теплый балок и вызвали полицию. Участковые немедленно выехали на сигнал. И дальше взяли на себя заботу над необычной находкой. Кормление по графику, к самим косолапым людей старались не подпускать. Исключение сделали только для жительницы Летки, которая стала кормилицей, и ветеринара. Различайся. Все мужики, правильно? Мужики будет, да, все мужики. Молодцы. Из рук в руки медведи передали Центру медвежат-сирот в Тверской области. Там, в Твери, косолапая троица из Коми под надежной охраной ветеринаров и людей, которые посвятили спасению медведей всю жизнь. Все на волонтерских началах и только на средства благотворителей. В сентябре первую косолапую находку этого года вернут домой. Выпустят обратно в лес на территории нашей республики. И это уже 10-й случай чудесного спасения за последние годы. Добрая история 6-летней давности из Ухты. Обычная прогулка закончилась необычной встречей. Малыша возрастом в несколько месяцев от роду обнаружили висящим на дереве недалеко от поселка Сидью. Первая мысль – мама косолапого малыша могла стать жертвой браконьеров, либо ее унесло течением реки. Самого найденыша надо было спасать. Поехали погулять с девушкой, значит, в лес. Увидели, как на дереве висит медвежонок. Думали, что мертвый, потому что он висел как тряпка, без движения достаточно долго. Вот. И уже когда уходили, увидели, что он пошевелился. Пошевелился, мы, соответственно, несмотря на то, что он был там уже в полубездыханном состоянии, мы, естественно, оттуда ушли, потому что думали, что мало ли медведица. Любопытный, но запуганный малыш тогда больше напоминал плюшевого мишку. Мягкая шерстка, грустные глаза. Но только длинные и цепкие когти выдавали в нем дикого зверя. У него было свое меню, пусть и скромное, но правильное. Детское питание, каша и овощные пюре. В общем, все, что полагается любому младенцу. А на десерт – любимое медвежье лакомство. Ну, привет. Привет. Привет, мой хороший. Привет. Ты скучался? Да. Мишка очень любит мед. Спасать. Такой выбор сделала и семья из Кайгородского района. Они приютили косолапого малыша в 2015-м. Тогда природоохранная прокуратура пыталась оштрафовать семью на 150 тысяч рублей. Однако суд в действиях семьи нарушений не нашел и вынес вердикт об отмене штрафных санкций. С 89-го уроженец Кайгородка, а ныне житель Визинги чувствует себя в лесу как дома. В жизни Александра Торопова тоже были встречи с брошенными детенышами. И однажды его сердце не выдержало. На трассе вблизи Кажема скитались 2 лосенка. Одного забрали строители и потом отвезли на лосеферму в Якшу, второго подобрал он. Вот этого лосенка я привез домой, на тракторе прямо в кабину посадил в трактор, да, говорю,
это самое. Ну, Егором назвал, Егор, я говорю, поехали домой. Приехал сразу, маме сдал, коту, ну, там у коровы старый каток был. Вот, литр молока, сразу сосок, все, он поел. Ну и потом неделя прошла, смотрю, температурить начал этот лосенок. Еще через неделю лосенок умер. Был сильно искусан клещами и, судя по всему, энцефалитными. Сегодня пенсионер с грустью вспоминает ту историю, но точно знает, что впредь так делать не будет. Я всегда за то, чтобы человек не вмешиваться в природу. Воспроизводство в природе идет самостоятельно. Много вижу детенышей, и птиц, и зверьков маленьких, и лосят, и медвежат вижу в лесу, но не подбираю. Они сами могут выкарабкаться. Что делать в таких ситуациях? Вопрос, на который вряд ли найдется однозначный ответ. Оставить немощного животного в лесу – верная смерть. Приютить – масса хлопот. А в некоторых случаях и существенный удар по собственному бюджету. Главное, чтобы человек всегда помнил – там, в дикой природе, своя жизнь. И нам лучше быть гостем, чем хозяином.